Закир Камарли посвятил медицине всю свою жизнь. Он широко известен в республике, да и далеко за ее пределами, как один из крупнейших специалистов в области онкологии. Само по себе, профессия сама по себе мне нравилась всегда, профессия врача. Поэтому уже к окончанию школы я точно укрепился в мысли, что я буду поступать в медицинский. И я поступал первый год после окончания, но не поступил. И потом занимался весь год, работал и все деньги отдавал репетиторам. И по 3 предметам, тогда 4 предмета сдавали в том году. И поступил. Вот, и стал врачом. Когда говорят про тысячи спасенных жизней, чаще всего это метафора. Но только не в случае с Закиром Камарли. Профессор, доктор медицинских наук, хирург, практикующий более полувека. Врач, он состоявшийся онколог, человек с именем. Люди идут, как идут на артиста, говорят, иду на того. А здесь говорят, иду к Камарли. Да? Все, это важнее. Когда есть имя, это важнее, чем все эти регалии, звания и так далее. Это приложение к имени. Вот. И он до сих пор продолжает, собственно говоря, он ведет прием тех, кто нуждается в его консультации, как онколога. Ну и, насколько я знаю, его любят на кафедре, не только уважают, его любят на кафедре. Он человек, я хорошо сказал, да, коротко, можно точку ставить после этого. Человек сострадающий, человек теплый, переживающий, думающий не только о себе, думающий и о тех, кто находится рядом с ним. Долгие годы профессор Камарли возглавлял кыргызский НИИ онкологии и радиологии и считает, что главное в профессии врача – это доброта. Какая-то доброта должна быть природная, да, у врача. И я студентам даже говорю, если вы не любите больных, вы никогда ему ничего не дадите. Больных надо любить. Это не заставишь, это пафосно, да, так это говорить, но на самом деле вот нужно быть. Вот мой учитель Саенко, про которого я рассказывал, и которого забыть нельзя, он говорил так, что мы с больными становимся как родственники за период его лечения. И вот это должно быть. Понимаете, вот нельзя к больному относиться как, просто постороннему человеку уже. Это твой больной, это твой близкий. Говоря о пациентах, профессор Камарли не устает повторять о необходимости своевременной профилактики и недостатках диагностики. Могу откровенно сказать, что заболеваемость почему-то вдруг уменьшилась. Но я это объяснил еще в начале 2000-х годов. Совершенно очевидно, что она ухудшилась из-за оттока русскоязычного населения. Да? Там примерно где-то 500-700 тысяч человек после распада Советского Союза уехали, а это были потенциальные носители рака. Потому что, определив заболеваемость по этническим группам до 1989 года, я получил такие данные, что вот это русскоязычное население в разы чаще болело этим раком, чем коренное население. Да, к коренным я отнес там киргизов, узбеков, тунган, там вот эти национальности, и даже объединенные они несколько раз ниже заболеваемость была, чем у русскоязычных. Тоже объединенных, там русские, украинцы, там татары и другие, евреи. Вот это одна из причин.
а вторая и плохой учет. Причем тогда же я в начале 2000-х годов, так сказать, предсказал, что будет рост среди населения коренного, поскольку в те годы коренное население жило в основном в сельской местности, а остальные европейцы, русскоязычные, они жили в основном в городах. Ну, соответственно, со всеми отрицательными сторонами городской жизни. В плане оснащения аппаратурой для диагностики и лечения, значит, тоже очень плохо было. Ну, в конце прошлого года, можете себе представить, уже больше 20 лет прошло, и только установили более современные аппараты для лучевой терапии в единственном учреждении по всей республике, и это не всем доступно. В советское время дорогу оплачивали больному для поездки лечения в центр. А сейчас как хочешь, так и добирайся, хочешь лечиться, езжай, не хочешь лечиться, ну, умирай. Я, к сожалению, вынужден это прямо сказать. Профессор Камарли – автор более сотни научных публикаций и монографий. Он продолжает делиться накопленными знаниями с коллегами и растить достойные медицинские кадры. Вы знаете, вот когда задают вопрос о том, что расскажите о юбиляре, а об этом человеке можно говорить только хорошее. Человек настолько добропорядочный. И даже вот сегодня вы увидели же выступающие, те люди, которые знают его, никто не говорил о том, что по характеру у него какие-то есть отклонения в отрицательную сторону. Еще самое главное, я отметила, когда я пришла директором сюда института, вы знаете, любой бы другой человек мог бы сказать, ну кто она такая, молокососка, только закончила, там доктором науки я стала, приехала в Кыргызстан, я в России заканчивала. И вы знаете, а он меня нормально принял, нормально, по-человечески. И с тех пор вот эти дружеские отношения у нас сохранились. Поэтому с большим уважением, с большой такой любовью отношусь к Закиру Пашаевичу. И еще хотелось бы, знаете, что сказать, вот его порядочность, его профессионализм, оно одинаково. На одном идет параметре. Я бы хотела вот в этот день сказать о Закиру Пашаевичу те пожелания, чтобы он всегда был здоровым, оставался таким, какой он есть. Всем, чего смог достичь в жизни, в том числе молодости и бодрости, говорит Закир Пашаевич, он обязан своим азербайджанским корням. Генетические факторы играют роль и, конечно, питание. Ну, вы знаете, и анекдот даже такой, если не было бы кавказцев, земля бы заросла травой. Значит, мы очень употребляем много зелени и овощей и фруктов, вот кавказские народы. И это, наверное, все-таки дает положительное свое. Ну и если взять алкоголь, скажем, ну, на Кавказе не употребляют много крепких напитков. Да, в основном вина и собственного производства многие применяют. И это только, на мой взгляд, и сейчас многие об этом говорят и ученые, что это укрепляет даже здоровье и продлевает жизнь. Ну, может быть, вот так. Вот то, что я сам думаю. А на самом деле, да, ну, имеет и генетика значение, и образ жизни, в общем. Значит, движение должно быть. Это я понял уже не так давно. Влюбленный в профессию доктор продолжает творить и работать ради тех, кто хочет жить.